Привет, дорогая. Привет, Дим. Ты сейчас можешь говорить? Что случилось? Нет, ничего. Просто тебе пришло письмо, и оно такое странное. Иногда все, что мы когда-то решили оставить в прошлом, настигает нас в настоящем. И никогда не знаешь точно, в какой из самых обычных дней тебе придется расплатиться за свое бездействие. Выходя из такси, я и подумать не мог, что письмо, о котором говорила моя любимая Таня, вонзится в мое сердце, причиняя неописуемую боль, словно тупой нож, и засядет там на всю оставшуюся жизнь. Так что она уже спит. Раздевайся. Хорошо. Ах, да, чуть не забыла. То письмо, о котором я тебе сегодня говорила, в твоем кабинете. Хорошо. Смотрим. Дорогой, ты идешь? Дима, что-то случилось? Я должен был там быть. Моя сестра, моя Снежка. Дима, не вини себя. Я всегда с тобой, что бы ни случилось. Спасибо, Таня. Я верю в твою поддержку. Но сейчас мне лучше побыть одному. Наша семья, папа, мама, Снежана и я, жила в местечке под названием Равнинные Дали. В 80 километрах к западу от небольшого городка Ясные. Жили мы, можно сказать, по-деревенски. Отец засевал по 3-4 гектара тучной земли, разводил скот. Сегодня я один из самых заметных фигур в корпорации независимых юристов. А в те времена я связывал ремнем книжки и, перебросив через плечо, топал по грязи в школу. И рядом со мной топала Снежка, так ласково я называл свою сестренку Снежану, которая была на 2 года младше меня. День был не по-зимнему теплый, светило солнце, обдувал приятный ветер. Я и Снежана любили делать снежных ангелочков. К слову, у меня всегда получалось лучше, чем у нее. Я ей это охотно напоминал, когда она в очередной раз хотела меня в чем-нибудь превзойти. Ну же, догоняй! Я просто тебе поддаюсь. Ну, кто смелый? Уж не ты ли? Дамы проходят первыми. Проходят, а не прыгают. Ладно, тогда я первый. Лазить на крышу нам не разрешалось, поскольку лестница была старая и расшатанная. Да и с самой крыши можно было запросто загреметь, не дотянув до мягкого сугроба за углом. Но искушение было слишком велико. И снова я испытал это удивительное чувство. Точно я заново родился. Это была Снежка, моя сестренка, настоящий ангел, снежный ангел. И как же я любил ее в этот короткий миг, который длился для меня вечно. Солнце все больше смещалось к западу, а мы все прыгали, прыгали и прыгали. И знаете, во время каждого прыжка, когда я вот так вот летел, в отличие от Снежаны, я никогда до конца не верил, что сугроб окажется на месте. Может, именно поэтому я не мог прыгнуть так же красиво, как она. Время неумолимо мчится вперед, и вот уже начало темнеть. Ну все, Снежка, скоро придут родители, нам пора идти домой. Уже? Да, время быстро летит.
последнему разочку и уйдем. Ну ладно, по последнему разу и пойдем. Помнится, мне не понравилось, как прогибается лестница. Снежка. Снежка. Что с тобой, Снежка? Дима, я что, жива? Жива, Снежка. Господи, ты жива, сестренка моя родная. Впрочем, я не могу сказать, что дело этим закончилось. На самом деле все закончилось 9 дней назад, когда Снежка сбросилась вниз с последнего этажа здания страховой компании в Москве. В бумажнике я держу вырезку из газеты и, наверное, всегда буду носить ее с собой, но совсем не так, как люди хранят, например, фотографии тех, кого хотели бы помнить, или театральные билеты на действительно хорошее представление, или вырезку из программы чемпионата мира. Я ношу с собой эту вырезку, как человек носит тяжелый груз. Потому что носить тяжести – это его работа. Мы выросли. Снежана собиралась изучать коммерцию в колледже. Тем летом, после выпуска из школы, она победила на конкурсе красоты и вышла замуж за одного из членов жюри. Похоже на грязную шутку, не правда ли? Это моя-то Снежка. Пока я изучал в колледже закон, она развелась и написала мне длинное письмо. Страниц 10. Мне одиноко. И я очень по тебе соскучилась, Дима. Приезжай, пожалуйста. Пишу сейчас и вспоминаю, как было хорошо, когда мы с тобой были детьми. Помнишь, когда мы в мае вместе шли из школы? Ты еще тогда был босиком и в той смешной кепке. Видимо, я никогда не удержусь на этой карусели. Если ухватился за медное кольцо, то обязательно свалишься с лошади и расшибешь себе голову. А если так, кому все это нужно? Твоя Снежка. Можешь ли ты приехать, Дима? Очень давно тебя не видела. Дорогой Дима, я много думала в последнее время и решила, что для меня было бы гораздо лучше, если бы ты меня не спас. Твоя Снежка.